Ты знал, что можно распознать определенные признаки того, имела ли женщина множество мужчин в своей жизни, даже если она молчит или лжет об этом? В этом видео я поделюсь 7 тонкими признаками, которые укажут на интимную историю женщины с несколькими партнерами, помогая тебе узнать ее истинную историю. К сожалению, многие женщины нечестны, потому что боятся отвержения. Высокое количество партнеров увеличивает риск быть замененным намного быстрее и потратить свое время на женщину, которая может быть не способна к серьезным отношениям. Поэтому оставайся с нами, ведь это видео поможет защитить тебя от этого. И не пропусти 7 пункт, она зависима от физической близости, и здесь становится особенно интересным. Признак номер 1. Она очень комфортно себя чувствует с физической привязанностью. Если первые интимные встречи с женщиной вызывают размышления из-за ее расслабленного поведения и действий, это может означать, что она более опытна, чем ты думал. Даже если у вас был замечательный опыт вместе, может выясниться, что она более интенсивна или продвинута, чем ты был готов к этому, что может свидетельствовать о том, что у нее было много партнеров, или она просто чувствует себя в таких ситуациях очень комфортно. В отличие от того, к чему ты привык, она берет инициативу на себя, и начало очевидно исходит от нее. Она не стесняется обниматься, целоваться или пробовать что-то новое и относится ко всему с уверенностью и спокойствием. Это обычно является признаком опыта. Если твои инстинкты подсказывают, что она довольно опытна, тебе следует обратить внимание на это чувство, но не делать преждевременных выводов. Некоторые люди от природы более уверены в себе. Обрати внимание на другие признаки. Если ты задаешься вопросом, скрывает ли она что-то от тебя, проверь ее навыки. Признак номер 2. Она знает, что делает. Если она знакома со всеми позами и приемами и даже берет на себя инициативу, это явный признак, что у нее есть определенный опыт. Быть профессионалом в вопросах интимности означает, что у нее была большая практика. Обычно требуется время, чтобы узнать, что нравится другому человеку. Если это понимание возникает сразу, это может свидетельствовать о том, что она пробовала много вещей с множеством людей. Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, это ее способность выполнять определенные действия орально. Если она в этом преуспевает и знает, как это сделать, это может означать, что она делала это много раз. Только немногие женщины от природы хорошо справляются с этим, так что ее мастерство, вероятно, является следствием опыта. Хотя это не должно рассматриваться как оценка, такие признаки могут указывать на то, что у нее было много опытов с разными мужчинами. Однако навыки в спальне – это только верхушка айсберга. Если ты хочешь узнать, имела ли она много мужчин в своем прошлом, тебе нужно обратить внимание на ее истории, и вот тут может стать подозрительно. Признак номер 3 – существует несоответствие в ее рассказах. Существенный признак того, что она могла иметь нескольких партнеров в прошлом – это наличие несоответствий в ее истории. Если проходят месяцы, а ты все еще не можешь с уверенностью сказать, четко ли она рассказала о своем прошлом, и ее истории продолжают звучать неопределенно или противоречиво, это может свидетельствовать о многочисленных партнерах. Например, она может называть разные имена в разговоре или ссылаться на долгосрочные отношения. Возможно, она описывает общее хобби с предыдущим партнером, которое больше не совпадает с ее текущими интересами. Если ее неопределенности или несоответствия вызывают у тебя неуверенность или недоверие, это важно принять во внимание и попросить ее внести ясность. Ее реакция расскажет больше, чем слова. Если она откроется честно и сразу же внесет ясность, это признак того, что у нее нет целой истории, или она просто хочет быть с тобой честной. Однако, если она продолжает рассказывать противоречивые истории, это может быть знаком, что стоит пересмотреть вашу ситуацию в отношениях, прежде чем она начнет играть с твоими чувствами. Но несоответствие в ее прошлом – это только начало. Если она продолжает быть трудной, пора проверить ее текущее поведение. Номер 4. Она избегает эмоциональной близости. Нам всем нужно чувствовать близость и поддержку в наших отношениях. Даже сильные люди иногда ощущают уязвимость и нуждаются в поддержке партнера. Глубокая эмоциональная связь необходима для того, чтобы пары могли преодолевать трудные времена вместе.
Бывают моменты, когда мужчине просто хочется чувствовать себя связанным и счастливыми, но что делать, если ваша партнерша не реагирует? Что если она физически присутствует, но не вовлечена эмоционально? Женщина, у которой было много партнеров, может избегать эмоциональной близости с вами. Как понять, что она избегает эмоциональной связи? Она может поддерживать легкие разговоры, менять тему, когда вы пытаетесь углубиться, или просто казаться отстраненной. Это поведение может заставить вас задуматься, интересуется ли она действительно вами. Если вы чувствуете это расстояние, возможно, пора немного отстраниться и тщательно все проанализировать. Однако она также может просто быть застенчивой или уже испытывала боль в прошлом. Дайте ей время, прежде чем принимать окончательное решение. Признак номер 5. Она справляется с одноразовыми встречами. Еще один признак того, что женщина, вероятно, имела много партнеров, это ее комфорт с случайными интимными встречами. Если женщина, с которой вы познакомились в клубе, без особых затруднений соглашается на спонтанное приключение, это может говорить о том, что она привыкла к таким ситуациям. Это не значит, что вы особенный или потому, что вы угостили ее напитком. Для нее это просто нормальная практика. Если она регулярно участвует в случайных отношениях без обязательств или ее друзья случайно упоминают эту информацию, это, вероятно, указывает на то, что у нее уже было много партнеров. Подумайте о том, сколько спонтанных приключений она могла испытать со временем. Если вы уже в отношениях, она может начать сравнивать вас с ее экс-партнерами, и мы подробнее обсудим это в следующем пункте. Признак номер 6. Если она сравнивает вас с ее бывшими парнями. Женщина, которая часто сравнивает вас с ее предыдущими партнерами, вероятно, имела несколько отношений. Обычно кто-то новый в отношениях не делает такие сравнения, потому что у него нет для этого основы. Однако, если у нее было много партнеров, такие сравнения могут происходить подсознательно. Эти тонкие намеки могут заставить вас чувствовать себя неуверенно и ставить под сомнение свою ценность. Прежде чем начинать сомневаться в себе, помните, что это не ваша вина. Женщина, у которой было много партнеров, скорее всего, будет делать такие сравнения. Дайте ей понять, что вы не потерпите, чтобы вас сравнивали с другими. Вы заслуживаете того, чтобы вас видели как уникального и ценного, именно таким, какой вы есть. Когда она начинает сравнивать вас с ее прошлыми друзьями или интрижками, это всего лишь вопрос времени, прежде чем она начнет искать что-то другое. Это не связано с вами, это потребность, которую вы, возможно, просто не можете удовлетворить. Признак номер 7. Она зависима от физической близости. Если вы находитесь с женщиной, которая никогда не довольна во время интимной близости, вне зависимости от того, что вы делаете, и постоянно требует все больше, это может указывать на несколько вещей. Для некоторых женщин их первые опыты могут быть настолько захватывающими, что они хотят продолжать их без конца. Однако, если отношения больше не на «вы», и она все еще не удовлетворена, это может быть знаком того, что в ее прошлом уже было много мужчин. В этом случае дело в разнообразии, и это жажда, которую вы не можете удовлетворить в одиночку. Если вы чувствуете, что сделали все возможное, чтобы сделать ее счастливой, но она все еще недовольна, это может быть знаком того, что она зависит от дофамина, который приносит интимность с новым партнером. От этой зависимости ей будет сложно избавиться, и рано или поздно она может заменить вас. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь, чтобы больше не пропустить ни одно видео. Что вы думаете об этих 7 пунктах? Поделитесь своими мыслями в комментариях и до следующего раза.